Всем привет! С вами Патриот РФ. Так, Лейла, что у нас сегодня по плану? Ну, ребята залили новые видео в нашу группу, так что предлагаю устроить марафон. Почему бы и нет? Что интересного? Уверена, интересно все. Начнем с видео Карины. Она сгоняла на занятия по армейскому рукопашному бою. Ого, круто! Врубай! Всем привет! С вами Карина. Сегодня мы с вами узнаем все о таком из видов единоборств, как армейский рукопашный бой. Здесь прямо сейчас как раз проходят занятия во главе с руководителем Федерации АРБ Наилем Галимовым. Наиль Мансурович, здравствуйте. Здравствуйте, Карина. А вы девочек принимаете? Принимаем в первую очередь и девочек, и мальчиков, всех принимаем. Ага, а мне попробовать можно? Да, конечно. При попытке хвата за руку я перехватываю вашу ручку, наступаю, расслабляющий удар делаю, здесь показываю, накидываю коленочку аккуратненько. Вот таким образом. Видите, я вот коленочки вас схватил. Так, Карин, смотрите, я беру вас за руку, и вы исполняете то же движение, то, что я вам показывал. Прием. Так. Хорошо. Ударяю. Хорошо. Коленом. Колено. Хоп. Рука. Вторую руку. И все. Здорово. Сдаюсь. А вот в чем отличие от обычного рукопашного боя от армейского рукопашного? Вот дело в том, что цели и задачи разные, да? И у нас рукопашный прием где применяется? Давайте логически думать. Применяется линия МВД, да? Да. Правильно? Для чего? Для... Обезвредить противника? Не обезвредить, для задержания преступников, правильно? Вот. А армейский рукопашный бой применяется в десантных вооруженных сил, да? Морская пехота и во всех элитных вооруженных силах России. Когда вас берут за спину, вот, вы поднимаете локоточек, поднимаете в сторону, уходите, вот, ударяете в живот. Вот так. Вот, и уходите под меня, вот. Вот, загибаете ручку, уходите назад, по необходимости ногой ударяете. Неужели ему не больно? Да он уже привык, наверное. Все, сдаюсь, Карин, все, сдаюсь. А почему вы выбрали именно армейский рукопашный бой? В чем его философия? Быть готовым в наше время ко всему. Хочешь мира, готовься к войне. Есть такое выражение, да? То есть армейский рукопашный бой будет полезен прям для каждого гражданина Российской Федерации, в том числе и для девушек. Но не надо забывать, что самый хороший бой – это который не состоялся. Нужно помнить об этом. Надеюсь, эти навыки в жизни мне не пригодятся, но знать и уметь важно. Полезные навыки. Тоже хотела бы сходить на такую тренировку. Кто бы сомневался. Так, ну ладно, я вижу, Савелий выложил новое видео про экспедицию по следам двух капитанов. Что-то знакомое. Я же читала книгу «Два капитана». Да, и она, между прочим, основана на реальных экспедициях. Одна из них Брусилова. Представляешь, спустя почти 100 лет, в 2010 году, люди решили пройти по ее следам. Чтобы раскрыть неразгаданные тайны. Включаю же. Вениамин Александрович Каверин, автор произведения «Два капитана». Связь между книгой и музеем очень тесна, ведь Каверин вдохновлялся реальными экспедициями. Остановимся на экспедиции Брусилова, ведь именно в ней участвовал наш земляк Валериан Иванович Альбанов. В 1912 году экспедиция Брусилова на шхуне «Святая Анна» отправилась из Санкт-Петербурга в арктические воды, чтобы пройти по Северному морскому пути. Однако корабль пропал. Судьба большинства членов экипажа, как и самого судна, осталась неизвестна. Спастись сумели лишь 2 человека, один из них – Альбанов. Казалось бы, что в музее забыла довольно современная куртка. На самом деле, музею Альбанова ее подарил Евгений Ферштер, участник экспедиции по следам двух капитанов. В 2010 году, почти век спустя после пропажи экспедиции Брусилова, на поиски ее следов отправилась другая экспедиция по следам двух капитанов. Их целью было раскрыть тайны исчезнувшей во льдах шхуны «Святая Анна». Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сразу спросить, что вас сподвигло на саму экспедицию? В 2005 году, когда мы впервые попали на архипелаг земля Франца Иосифа, наш тогдашний руководитель Дмитрий Федорович Кравченко рассказал мне вот историю как раз экспедиции Брусиловой и штурмана Альбанова. И оказалось, что на соседнем с нами острове потерялось 4 человека на достаточно небольшом участке побережья. И, естественно, мы захотели найти этих 4 человек. А вы можете рассказать, что именно вообще вы нашли? Самое, наверное, ценное из того, что мы нашли, это были фрагменты дневника. И получается на сегодняшний момент, что это единственный подлинник
документов Святой Анны того времени. Нашли скелет человека. К сожалению, мы так и не смогли определить, что это за человек. Вот. И мы прям поднимали находки по списку штурмана Альбанова. То есть Альбанов пишет: мы оставили кружку, ведро, единственные часы, принадлежавшие Смиренникову. Мы поднимаем кружку, ведро, единственные часы. Надо бы перечитать книгу. Вперед! Евгений Левитович, а как вы думаете, почему Альбанов решил присоединиться к экспедиции? Альбанов присоединился к экспедиции Брусилова, потому что Брусилов собирался пройти Северным морским путем в Владивосток, набить морского зверя, ну и заработать денег. Как экипаж Альбанова передвигался по Белой пустыне? Каяки стояли на полозьях, их использовали как нарты, а вторую часть похода они уже шли по воде. И вообще весь этот поход — это благодаря, наверное, такой силе, внутренней силе духа, харизматичности Альбанова. Или он был и прекрасный писатель, потому что он написал абсолютно замечательные дневники, которые вдохновили в том числе и нас. Он был прекрасным художником, потому что все иллюстрации в дневниках — тоже его. Спасибо, Евгений Левитович. Вам спасибо. Это событие стало известным по всему миру. Валериан Альбанов выжил лишь благодаря силе духа и своему уму. Казалось бы, кино, но нет, все экспонаты находятся здесь, в музее Альбанова. Нужно обязательно сходить в музей. Чувствую, после сегодняшнего выпуска у тебя будет много мест, куда нужно сходить. Не у меня, а у нас. Ага. Что следующее посмотрим? Так, ты знаешь, что такое БМП? Боевая машина пехоты. А, так ты уже смотрела видос Даниэля? Нет, я просто умная. Ну, еще была на экскурсии в парке Патриот. Ну да, видос-то глянем. Давай. Толщина трака 2 сантиметра, и он не рвется, несмотря на серьезные препятствия. И максимальные растяжения ему нипочем. Прочный металл. Все это про легендарную БМП-1. Очень интересно, что же про нее скажет наш эксперт Валентин Солодовник. Здравствуйте, Валентин Николаевич. Привет, Даниэль. Расскажите, как создавалась эта машина? Это БМП-1, боевая машина пехоты, которая инструкторами разрабатывалась с 61 по 65 год. На Челябинском тракторном заводе в 66 году эту машину, боевую машину пехоты, поставили на вооружение. Экипаж 3 человека. Здесь находится люк механика-водителя. Здесь командира стрелкового отделения. Вот здесь находится сверху люк. Вот здесь сидит оператор-наводчик. А этот бронетранспортер довольно шустрый. А чем он отличается от других? Ее уникальность, то, что эта машина с легкостью передвигается по воде. А какая масса у этой БМП? Несмотря на то, что это бронированная машина, на гусеничном ходу, то есть она весит 12 тысяч килограмм. Эта машина очень широко применялась в антитеррористической операции в Чеченской республике, широко применялась она в Сирийской арабской республике. А что это за ребристый лист? Ребристый, правильно ты сказал, он так и называется, ребристый лист. Самое главное предназначение — это для того, чтобы при прямом попадании пуль, пули рикошетили об вот эти ребра. Двигатель находится вот здесь вот сверху, это 8-цилиндровый П-образный двигатель. Ну как, Даниэль, тебе понравилось? Да, спасибо. Действительно, этот старичок был первой в мире боевой машиной такого типа. Послужил также для дальнейших разработок, таких как БМП-2 и БМП-3, которые прямо сейчас выполняют боевые задачи по защите нашей Родины. Какие полезные видео мы сегодня смотрим. Ну, это не новость. Предлагаю в следующем глянуть видос. Я очень рада, что ты проявляешь инициативу, но сейчас моя очередь выбирать. Тебе точно понравится, Лейла. Ладно, так и быть. Кирим съездил в настоящую пожарную часть. Без меня? И что же он там делал? Ну, примерил на себя роль пожарного. Вот знает же, что я в детстве хотела стать спасателем и даже не предложил поехать с ним. Все еще впереди, Лейла. Ладно, включай уже. Интересно, что там? Все в дыму, видимость нулевая, глаза слезятся и невозможно дышать. А где-то в горящей квартире человек, который ждет помощи. Я нахожусь в тренировочной теплодымокамере, чтобы узнать, каково пожарным выполнять такую непростую работу. Здравствуйте, Андрей. Привет. Расскажите, что нужно делать перед входом в горящую квартиру. Нужно держаться со мной рядом, слушать мои команды, но и не паниковать. Давайте начнем поиски. Пойдем. Ух, чувствую, будет сложно. А где мы идем? Это лабиринт? Да, здесь все сделано так, как в настоящей квартире, в планировке. Поэтому, когда будет пожар, ничего не будет видно. Иди, прощупывай стены, вдоль стен.
счастью, сегодня мы будем искать манекен, но как мы его найдем, ничего ведь не видно. Мы обследуем все помещение, и где-то все равно он есть. Мы его обязательно найдем. Мы прошли, а куда нам дальше? Стоп. Сейчас мы идем наверх. Так, помогай мне. Тяжелая. Да. Бывает, что пожар случается в домах, где есть старые этажи, где есть крыши, поэтому нужно обследовать все помещение. Не отставай от меня. Хорошо. Тяжелая у вас работа, легко можно упасть. Куда нам дальше? Дальше идем вперед, но теперь ты будешь главным, а я пойду за тобой. Хорошо. Будь осторожен, спиной вперед. Да, хорошо, спасибо. Ух ты. Без меня не уходи. Хорошо. Вперед. Так, голову береги. Ай, нужно беречь голову, теперь я понимаю, для чего вам каска. Нужно работать в команде, поэтому давай я тебе помогу. Спасибо. И раз. Мне кажется, теперь нам нужно вниз. Я смотрю, ты у нас освоился. Ну, давай. Опять лабиринт, только теперь ползком. Будь осторожен. Можно наткнуться на острые предметы или висящие провода, которые могут на тебе запутаться. Хорошо, буду внимательней. А как часто пожарные сталкиваются с такими ситуациями? На пожаре может возникнуть любая нештатная ситуация, поэтому пожарный должен быть готов ко всему. А все, тупик, куда нам дальше? Ну все, считай, потеряли пострадавшего. Ищи. Здесь есть люк. Молодец. Открывай его. Я нашел выход. Молодец, ты перешел на второй уровень. Здесь какие-то провода, что это? Преодолеваем их, ползем на спине. Думаю, здесь надо одеть маску. Да, одевай, опускай забрало. Переворачивайся на спину, прямо на спине. И ползи. Там ко мне прицепилось что-то. Да, а вот видишь, когда у пожарных еще на спине находятся баллоны с сжатым воздухом для дыхания. И эти провода могут зацепиться за эти баллоны. И пожарный может запутаться и остаться в горящем помещении. Для этого здесь они и нужны. Я тебе помогу. Я пролез. Помогай руками. Молодец, что не бросаешь меня. Идем дальше. А все ли пожарные проходят эту полосу? Да, каждый пожарный должен уметь и пройти эту полосу, быть физически развитым. Ведь он не знает, что его ждет на пожаре. Ну теперь и я готов. Не обольщайся, пострадавшего мы еще не нашли. Наверное, на спасателя надо долго учиться. Как и на любую профессию, но нужно постоянно совершенствоваться. Нам осталось совсем чуть-чуть. Я вижу пострадавшего. Скорее за ним. Скорее, скорее, ему нужна помощь наша. Его нужно вынести на безопасное место. Говори с ним, чтобы он не отключился. Как вы себя чувствуете? Если в помещении еще кто-то, не засыпайте. Мы почти дошли до выхода. Давай, держись, держись. Давай, держись. Помощь уже рядом. Молодец, ты сделал это. Спасибо. Как мы сегодня убедились, служба спасателей очень трудна и опасна. Они каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Не играйте с огнем и не прибавляйте пожарным работы. У пожарных такая сложная работа. Хотела бы я попробовать. Да, как и научиться ориентироваться на местности, и в поход сходить, и на лыжах покататься. Ну да, я люблю проводить время активно. Что у нас дальше на очереди? Все, это было последнее видео на сегодня. Так быстро. Да, план по видеомарафону на сегодняшний день выполнили. Предлагаю поиграть Ой, в... у меня очень много идей, я тебе сейчас все расскажу. Да, я так и думал.